Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости дня. Промышленный парк в Камрате. Благоустраивается ли Басарабяска? Первые штрафы не заставили себя ждать. Рождество Иоанна Крестителя. Промышленные парки имеют государственное значение и могут всерьез поднять экономику. Многие арендаторы и инвесторы выбирают именно такие парки для вклада своих средств. Они привлекают инвесторов тем, что у них открывается доступ к природным ресурсам и, конечно же, доступ к внутреннему рынку. В Камрате есть такой парк, но он еще не функционирует. О том, какие планы в данной области предусмотрены, смотрите в нашем сюжете. В 2015 году в Камрате открылся промышленный парк. В нем наметили разместить 50 новых предприятий с 2500 рабочих мест. На тот момент 10 экономических агентов заявили о своей готовности вложить в этот проект 1 миллиард 800 миллионов леев. Спустя год для развития парка ничего не было предпринято. Люди все же надеются и ждут, что ситуация изменится и будут открыты рабочие места. Рабочие места, безусловно, там, потому что, наверное, какие-то фабрики, заводы или еще какие-то предприятия были. А значит, и рабочие места. А рабочие места – это самое первое, что должна делать любая власть. И республиканская, и местная, потому что уезжают люди тут не остаются. Если этого не будет, то мы потеряем, особенно малочисленный народ, это быстрее уедут и останутся только люди пожилого возраста. Все бы сидели дома, бы работали рядом с семьей, а так надо кто-то уезжать в Россию, кто-то туда, кто-то туда. У нас молодежь уезжает семьями, потому что негде работать. Это больной вопрос у нас именно в Камрате даже. Сколько можно заниматься этим купи-продай? Нужны рабочие места. И каждый... Я работала в университете, студенты как говорят, мы выучимся, а где нам работать? Первый вопрос, где нам работать? А я всегда им советовала, вы выучитесь, и Бог найдет вам место где-то работать. Но столько времени прошло, ребята так и не нашли свое место и поуезжали. Вот мы общаемся с ними, они просто уехали с Камрата, с Молдовы. Людям нужна работа. Чем ехать куда-то на заработки, лучше бы они остановились здесь и работали бы. Вернулись бы наши все, кто за границей, я так думаю. Детки бы наши вернулись. И было бы работа им. Я думаю, хорошо было. Советник муниципального совета города Камрат Дмитрий Манол считает, что реализация проекта должна быть осуществлена в кратчайшие сроки. Прежним руководством была договоренность, и почти все документы были составлены, 5 миллионов грантовых денег европейских для промышленного парка, для коммуникаций. Там надо подвести газ, воду, дороги, потому что без этого, без инфраструктуры никакого промышленного парка как такового быть не может. Знаете, кто-то делает дороги. Это поле, это просто сельхозземля переведена. И что я еще могу добавить, что если руководство Приморья не будет, скажем так, шустрее заниматься с этим промышленным парком, мы можем вообще потерять это. Значит, эта земля была переведена на 3 года. И какие объекты через 3 года будут стоять на этом промышленном парке, та земля будет переведена в промышленный парк, в землю для промышленного использования, а которая не будет, она назад будет переведена в сельхозземлю. Примар города Камрат Сергей Анастасов отметил, что есть экономические агенты, которые готовы вкладывать свои средства на развитие промышленного парка. Уже есть где-то 7 экономических агентов, которые в основном готовы вкладывать в агрохозяйство. Это и реализация продажи тракторов, техники, сельхоз. И есть еще несколько экономических агентов, которые уже промышленное производство. Сейчас идет только само проектирование парка, идет схематическое, чтобы мы могли получить инвестиции из регионального агентства по капитальным вложениям Гагаузии. Потому что там речь идет о 20 миллионах лей на инфраструктуру данного парка. Потому что каждый инвестор, который приходит, они хотят видеть инфраструктуру, дороги, подвод, канализации, всех систем. Поэтому вот на этом этапе мы сейчас занимаемся этой работой, чтобы ускорить процесс. Потому что у нас первый этап, проект наш прошел промышленного парка, то есть его одобрили. Сейчас вот второй этап, мы должны уже предоставить проекты,
техникой экономического обоснования. Население ожидает развития промышленного парка. Многие уверены, что если появится возможность работать на родине, люди станут меньше уезжать. Чистота – залог здоровья. Порядок необходимо соблюдать не только в своих домах, но и в городе, а также на улицах, по которым мы ежедневно проходим. В Басарабяске сменился ответственный орган, занимающийся уборкой в городе. Повлияло ли это на качество? Смотрите в нашем следующем сюжете. Пройдя по центральной улице города Басарабяска, сразу видно, где еще не было рабочих с газонокосилками. Но в большинстве своем территория, находящаяся в ведении местной администрации, приведена в порядок. Город стал намного чище, лучше стало, чем как было раньше. Да, убирается. Я считаю, что убирается. По сравнению как было, сейчас намного лучше. Была, которая Свинцицкая, она более сделала для города тоже. Филиппов тоже был. Это Николаев, он ничего вообще не сделал, если так. А Чемпаеш, он все равно что-то делает. Улицы, более-менее приводят в порядок, трава скошена, можно уже пройтись, не боясь змей каких-нибудь. Мнение басарабчан, случайно попавших в объектив камеры, совершенно не разделяет директор муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня урны переполнены мусором, сегодня заросшие газоны, сегодня улица не убирается. Как ни парадоксально, к работам по благоустройству сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, которые на протяжении долгих лет занимались уборкой города, не имеют никакого отношения. С момента я приступила на должность директора коммунального хозяйства, и до этого времени ежегодно заключался договор с Примарией на благоустройство города. Работало 12 человек по обслуживанию города. В этом году договор с коммунальным хозяйством не имеется. Из того мотива, что в бюджете нет денег. В сегодняшний день Примария имеет задолженность перед коммунальным хозяйством за прошлый год. Людей информируют о том, что коммунальное хозяйство не в состоянии, не справляется и не может этого делать. Я хочу убедительно говорить о том, что это совсем не так. Как отметил глава городадминистрации, наведением порядка в Басарабяске сегодня занимается отдел по благоустройству, созданный при Примарии. Что касается МПЖКХ, то у него были свои основания для отказа от сотрудничества с данным предприятием. Сегодня не согласен с теми сметами, которые предоставляет нам госпожа Телегей. Эти сметы ведут к тому, что накопление долга Примарии происходит ежемесячно до 50 тысяч лей. Больше половины суммы долга, то, что было накоплено предыдущими примарями, они уже отданы. У нас осталось сегодня 237 тысяч долга перед ПЖКХ. Но так как сегодня ПЖКХ подала в суд на нас и нет решения, окончательного решения суда, мы не можем отдать эту сумму. Хотя деньги мы уже изыскали на то, чтобы покрыть этот долг на сегодняшний день. Местным жителям, как говорится, все равно, кто убирает на улицах. Важнее, чтобы город выглядел чистым и ухоженным. Подписав соглашение с ЕС, Молдова совершила самоубийство. ПСРМ требует в кратчайшие сроки пересмотреть положение соглашения о свободной торговле с ЕС. Такое заявление сделал лидер партии социалистов Игорь Дадон на круглом столе Изборского клуба, прошедшем в Москве и посвященном негативным последствиям евроинтеграции для стран бывшего советского блока. По словам политика, заключив это соглашение, Молдова добровольно надела смирительную рубашку на свою экономику и стала очередным пациентом в приемной у чиновников из Брюсселя. По словам лидера социалистов, при заключении соглашения с ЕС было проигнорировано мнение большинства жителей Молдовы, которые выступают против его подписания и отдают предпочтение интеграции в Евразийский экономический союз. В Приднестровье поступил очередной транш российской финансовой гуманитарной помощи для выплат надбавок пенсионерам во втором полугодии 2016 года. Общая сумма средств составила 622 миллиона российских рублей, говорится в сообщении пресс-службы лидера Приднестровья Евгения Шевчука.
Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения собрался на первое заседание под представительством премьер-министра Павла Филиппа. Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения был создан в мае постановлением правительства и призван выявить и устранить бюрократические барьеры на пути бизнеса и стимулировать деятельность инвесторов. Полиция расследует убийство неизвестной женщины, чье тело обнаружили около пляжа «Ветеран», расположенного в селе Молодежное Овидиопольского района, сообщает репортер. По данным издания, труп нашли вечером 4 июля местные жители, заметив, что из песка торчит рука человека. На место выехала следственно-оперативная группа, тело выкопали. Личность женщины не установлена, ее возраст приблизительно 50 лет. У убитой был спорот живот, сообщила главный специалист отдела коммуникаций полиции в регионе Дарья Ярчук. Полиция проводит расследование убийства, опрашивая всех работников учреждений в прибрежной зоне. В парламенте хотят ужесточить наказание за насилие в семье. Приближаться к жертве насилия обидчик не сможет в течение 10 дней с момента официального запроса. Законопроект, принятый накануне в первом чтении, включает в себя в том числе запрет на приближение агрессоров к жертвам насилия, который будет выдаваться на основании запроса полицейских, а не после решения суда. Авторы документа утверждают, что после внесения поправок жертвы домашнего насилия будут чувствовать себя в большей безопасности. Согласно документу, жертвы насилия, в том числе подростки, получат бесплатную психологическую помощь и смогут требовать от обидчика возмещения материального ущерба. Дом судьи Михая Мургулец, работающего в суде столичного сектора Буюканы, был ограблен в ночь с 6 на 7 июля. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, подтвердившей факт ограбления, добыча преступникам досталась немаленькая. Вскрыв сейф, в доме они украли ценные бумаги. Кроме того, по информации сайта diskide.md, добычей грабителей также стали золотая цепь стоимостью около 700 евро и часы стоимостью 10 тысяч евро. Михаил Мургулец, 28 лет, он был назначен на должность судьи 4 февраля 2015 года. На пересечении улиц Пушкина и Щусева был открыт Олимпийский дом Кишинева, в котором будут размещены учреждения, продвигающие олимпийские идеалы. Это будет Олимпийский музей, Олимпийская академия, Ассоциация «Спорт и женщина», Фонд олимпийских чемпионов. Председатель Национального олимпийского и спортивного комитета Николай Журавский заявил, что здание Олимпийского дома станет местом встречи всех представителей мира спорта. В воскресенье 10 июля 2016 года на центральной площади города Камрад под открытым небом будет транслироваться финальный матч чемпионата Европы по футболу Евро-2016. Начало футбольного матча 22:00 часов. Девиз трансляции: «В футбол нужно играть по правилам, в футбол нужно играть честно, а в случае нарушения правил игроки должны получать красную карточку. Честный арбитр, честная игра, честный судья, свободное общество». Информационным спонсором мероприятия выступает телерадиокомпания города Камрад, АТВ и новостной портал atv.md. Удачного всем просмотра! 31 мая вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах. Жители Дрокии считают, что данный закон принесет пользу, однако есть случаи наложения штрафа. Об этом смотрите в нашем сюжете. 31 мая в действие вступил антитабачный закон. Большинство граждан это событие обрадовало, но все же расстроило многих курильщиков. Дрокиевцы утверждают, что принятие закона несет с собой только положительные перемены для общества. Да, фартибоны, да. Было бы хорошо пойти с этим до конца, и чтобы наши люди уважали этот закон. Хотя сомневаюсь в этом, думаю, что будет, как и со многим другим. Антитабачный закон приветствуется, да и врачам работы меньше будет. Курить вообще не надо. Нас будут курить.
Уже появились и первые штрафы за нарушение положений, предусмотренных антитабачным законом. Сотрудники инспектората полиции Дроки зарегистрировали несколько случаев курения в неположенных местах. Со дня вступления закона в силу в нашем районе было задокументировано несколько случаев курения в общественных местах. Данные дела были направлены в Центр общественного здоровья, где определяется наказание. С начала месяца у нас было 3-4 задокументированных случая. Наказания за несоблюдение закона достаточно суровые. Юридические лица, нарушающие антитабачный закон, штрафуются в размере до 10 тысяч лей, а физические лица от 1400 до 3000 лей. Праздник Рождества Иоанна Крестителя является одним из почитаемых праздников среди христиан. В городе Каушень этот праздник чтится в церкви. Как отмечают этот праздник жители города, смотрите в нашем сюжете. Церковь Рождества Иоанна Крестителя в Каушене отметила двойной праздник – Рождество Иоанна и День священного храма. 5-й год подряд, с тех пор, как здесь проводятся богослужения, верующие приходят сюда, чтобы отметить это событие. Сегодня церковь из нашего микрорайона отмечает свой день. Каждый год все православные города Каушень приходят на службу. Сегодня день священного храма. Приехали батюшки, патриарх из Кишинева. Отмечаем день нашей церкви, несмотря на то, что пост. Мы не танцуем тут, но в церковь пришли и молимся о прощении грехов и о здоровье. Праздник Рождества Иоанна Крестителя очень важен для православных. Иоанн Креститель имеет особое значение для нас, верующих. Ведь именно он крестил Иисуса Христа. Он был великим пророком для нас и останется таковым в наших душах. Все же жители этого микрорайона, похоже, не спешат отмечать День города. Люди говорят, что празднуют это 12 июля, в день святых Петра и Павла. Говорят, 7-го, но мы верим именно в 12. Мы привыкли, что 12-го все микрорайонские, центровские, все празднуют 12 июля. Сегодня не День города, он 12-го, в день Петра и Павла. У нас нет никакого праздника, потому что нет денег. Когда День города, у всех выходной, все дома, а сегодня все не так. Примар населенного пункта организовал развлечения для детей из этого микрорайона. Он говорит, что малыши имеют право на веселье, сладости и мороженое от примарии. Мы не проводим День города сегодня, просто хотим порадовать детей. Будут горки, бассейны, мороженое, сладкая вода. Все будет бесплатно. Местная публичная администрация также подготовила игры для детей. Церковь Рождества Иоанна Крестителя была открыта в 2011 году, и она единственная в городе почитает этот праздник. Это были все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.mt. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч!